Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст. У нас сегодня спешл. Во-первых, наш гость Игорь Свирид, это ветеран казахстанского ММА, претендент на титул Лиги Найза в полусреднем весе. Игорь, приветствуем. Приветствую, Миш, приветствую. И сегодня у нас Виктория Говоркова, это наша любимая ведущая 1 на 1 без перчаток. Сегодня она будет в спешле Найзадай, потому что хотим раскрыть Игоря немножко с разных сторон. Есть всякие милые и добрые вопросы у нее, и у меня обычные. Вот. Всем привет. Да. Игорь, давай начнем с базы. Вообще, я думаю, что все, кто следят за ММА в Казахстане, знают твое имя. Ты меня сегодня поправил, что на самом деле в 2014 году ты принес сразу 2 титула Казахстану. Это и титул ACB, и титул One Championship. И действительно своим поступком, да, своими победами пробил такую дорожку для казахстанского ММА. По сути, никто не был ни разу чемпионом ACB из Казахстана, никто не был чемпионом One из Казахстана. Ты стал первым и на данный момент единственным, что очень круто. Но с 2014 года прошло уже 10 лет, и ты все еще здесь и будешь драться за титул. Как вообще получил предложение об этом бое и насколько серьезный соперник? По поводу боя, предложение получил внезапно. В принципе, более-менее в форме так был. Поддерживаю всегда форму, тренируюсь. Никогда не теряю так, чтобы раз забросил, как вот некоторые смотришь, бах, он заплыл, как там, понятно, как то. И, такой, опа, я не готов там. Или, всякое бывает. Нет, внезапно мы созвонились с Нурбеком и, обговорили. Нурбек говорит, вот так вот получается, у нас вот опять этот бой слетает, там Самандар должен драться, и что-то у него уже 2-й или 3-й раз, я не знаю, этот бой срывается. В чем дело, я не знаю, может, я даже не знаю, какие-то проблемы у Самандара, дай бог ему скорейшего восстановления. Вот, как-то обговорили, и я говорю, все хорошо, давайте, в принципе. То есть даже никаких сомнений не было против чемпиона, непобежденного? Я даже не спрашивал, кто там чемпион, там то все Я никогда не смотрел там на бойцов, не выбирал соперников, давайте вот этого не будем, вот он чуть опасный, там ли это такой там суперборец, или это супербоец, там суперударник. Есть бой, будем драться. Нету боя, будем дальше тренироваться. Игорь, вот вы в своих соцсетях, по-моему, написали, что появилась халтурка или шабашка. Я в деле. Вы шабашкой называете бой за титул чемпиона Найзы? Не то, что шабашка, это больше был такой момент в сторону соперника, в сторону чемпиона такой, чтобы его этим самым кольнуть, увидеть, что он отреагирует. И он действительно отреагировал, ответил, типа... Это твоя последняя шабашка. Соперник неплохой, потом уже мы его посмотрели, рассмотрели с ребятами, с тренерами. Хороший, сильный парень, молодой, помоложе меня, как ты сказал, на своем пике. Посмотрим, как говорится, на все воля Бога. Вы вообще не любитель трэш-тока такого? Не хотите дальше ему что-то ответить? А что ответить? Я ответил. Я же ему ответил. За слова ответить. Клетка покажет. Он неплохой парень, вижу, не прям такой. Где-то трэш-токер, там кого-то там материт, где-то что-то. Нет, молодец, тоже хороший парень. Так, сказал, твоя последняя шабашка. Посмотрим. Я хотела обратить внимание и зрителям нашим рассказать, что когда я вас приглашала на это интервью, вы сказали, я работаю, я могу только вечером. Да. То есть у вас есть основная работа. Есть, конечно. И вы после работы еще тренируетесь. Жить на что-то надо, семью кормить. В нашем спорте, понимаете, и не просто в спорте, в нашей жизни. Кому-то нужен, кроме себя самого. Никто кому не нужен. У меня семья, дети, мне кормить надо. Когда я раньше был чемпионом, там ванны все, там ICB Гран-при выиграл. Вокруг столько народу, там спонсоры чуть-чуть были, там неплохие ребята помогали, те, все такое. А когда ты проигрываешь, ты кому нужен? Как-то так. И потом работаем, по пути тренируюсь. Я не бросаю это дело, мне нравится заниматься спортом. Понимаете, нас Всевышний создал разными. Кто-то там интервью берет, кто-то там снимает, кто-то там на велосипеде ездит всю жизнь, кто-то там водитель, там такси, все такое. А я кайфую от этого, кто-то кайфует там от этого, кто-то там это, кто-то там еще там чего-то, все понятно, да? А я кайфую пойти потренироваться, порубиться там, то есть это мой кайф. Я потому попутно на работе стараюсь тренироваться, быть в форме всегда. Нормально.
Я думаю, что, знаешь, многих молодых бойцов немножко удивит все равно твой ответ, потому что вот смотришь сейчас на новое поколение, и они реально же только тренируются, на работу они не ходят, им нужен дневной сон. Вот, а есть такой парень, знаешь, из прошлого, гладиатор Игорь Свирид, который просто после работы идет рубится за чемпионский пояс. Ну, пусть будет им это мотивацией. Надеюсь, чтобы они тоже себя мотивировали, что они просто тренируются и отдыхают, а им как бы это в мотивацию, чтобы они еще больше пахали. Что у них силы-то есть у человека. Силы-то безграничные, на то пошло. Есть к чему стремиться всегда. А я, знаю, что Миша хотела отметить еще, что с кем бы мы из бойцов не разговаривали, вот образ Игоря Свирида и вообще фигура Игоря Свирида всегда вызывает уважение. Я не знаю ни одного бойца, ни одного человека из этой сферы, кто бы о вас отзывался как-то негативно или что-то плохое в ваш адрес. Вы уже как бы легенда и пример для многих. Ну, я этому рад, что ко мне хорошо относятся, ко мне, обо мне так отзываются, потому что, я лично ни к одному бойцу... Есть, конечно, у каждого бойца, у каждого человека абсолютно есть какое-то мнение об этом бойце, об вот этом бойце. Ну, то есть, кому-то я как бы смотрю так, кому-то хорошо, тепло отношусь. Ну, тоже отношусь. У вас конфликтов вот прям таких Ну, я не было? ни с кем не конфликтую. У каждого жизнь своя, каждый за свои поступки отвечает, сам, и, ему кого-то что-то поправлять не могу я. То есть, я имею в виду, ко всем отношусь аккуратно, ровно, с уважением. Самое главное. Я просто, вот Вика сказал, никто плохого не говорит. Я, наоборот, бы сказал, что очень многие хорошие говорят. Я вот видел, что Халидов, например, тот же постоянно говорит, там, Игорь, типа, очень хороший парень. Там другие бойцы тоже и в комментариях тебе пишут. Халидов? Да. Вообще красавчик он. Просто, это просто, как получается, со всеми хочешь же дружить? Не то, чтобы хочу дружить, мне что, на всех грызть, а он боец, там, как быкует, ходит, косо смотрит, там, вот так вот. Он там 2 дня потренировался, там чемпионат города даже не выиграл, и уже ходит там, плечи шире. Понятно, да? Ё-мо. Иди себе, человек, будь мужиком. Это же и делает с тебя мужика. Не просто там ношение, того, что дал Всевышний, а, надо соответствовать. Ну вот представим просто какую-то ситуацию, что завтра надо бить там лицо, драться, да, не знаю, вот последний просто, кого я видел в комментариях, Олег Оленчев. Просто написал там типа Игорь Тигр, что-то вроде этого. Вот надо будет драться с Олегом Оленчевым, а вы там близко друг к другу относитесь, тепло. И что делать? Я думаю, он со мной драться не будет. Я с ним драться не буду. Как так. Выйдем, чуть-чуть посоперничаем. Хотя я к нему очень хорошо отношусь. Мы с ним давно познакомились в Таиланде. Сильный парень, мощный. И он даже как-то приезжал ко мне после того знакомства. Здесь, в Казахстане он был, недолго, правда. И мы с ним забегали здесь на Медеу, тренировались чуть вместе. Не так долго, но было дело. Я тогда еще снимал квартиру, как бы. И вот он ко мне на съемную квартиру приехал. Не знаю, там сколько дня 3-4 там пожил. И как бы, с ним чуть потренировались. Хороший парень. Угу. Что за работа, я думаю, тоже многие зададутся вопросом. В сфере охраны работаю. Где мы можем работать с нашими данными? Я вот сейчас смотрю на вас в профиле, вспоминаю, вижу у вас сломанный нос. Я вспоминаю турнир «Игл» в Актау. Помните, это был 2022, да? Да, я проиграл там. Шамиль Магомедов, по-моему. Да, хороший парень, да. Я тогда только пришла в Найзу, это, по-моему, один из первых ивентов, и я увидела вас на следующий день в столовой после турнира, и у вас капала кровь до сих пор. Вот на следующий день даже сочилась. И я помню, это для меня было, очень такое зрелище, вызывающее эмоции. Приправа к супу. Да. После боев не только у одного у меня там что-то сочится, там очень много бойцов, да, все почти абсолютно. Но вы продолжаете это дело. Вам... я люблю это дело. У меня вопрос даже не к вам. У меня, знаете, вопрос... вы же женаты, у вас семья. Да, жена, 2 детей. И я знаю, что ваша супруга ездила, да, на ваши бои? Нет, не знаю. Не ездит? Вы неправильно знаете. Нет. Не ездила? Нет. Угу. Моя супруга не ездит на бои. Она не смотрит? И большое за это спасибо. Не смотрит? Она находится дома, делает свою домашнюю работу, во всем меня устраивает, за мной следит. То есть, я именно в плане всего остального. Так что в мой спорт не лезет, это самое главное. Поддерживает во всем. Она вас пыталась отговорить, что столько вы урона поддерживает и не лезет.
Я извиняюсь, что вас перебиваю. Я говорю, жена у меня супер, просто молодец. Мой спорт не лезет, меня поддерживает. Все. А есть те, кто влезут, на самом деле, в твой спорт, в твой выбор? Ну, мать, отец, родственники, есть друзья близкие, которых, любишь, уважаешь, всю жизнь вместе, друзья, которые там, Игорь, хватает, там, тебе вот уже, это еще давно начали говорить, когда там только 30 исполнилось, там, вот ты стал чемпионом, все хватит. Блин, а ты ходишь там месяц-полтора, и тебя уже дергает такой наркотик, такой наркоман, охота порубиться там, свой кайф такой. Не прям там безбашенный, там, всю жизнь драться, там, все такое. Нет. Этому будет предел, конечно. Все мы стареем. Хотя есть люди, которые не стареют. Венер Галиев, тот же Марат Булаев, 45 крайний бой провел, по-моему, да? 45 или во сколько, я точно не помню. Венеру 47 сейчас. Нет, Венеру я знаю, 47 или 48. Он до сих пор дерется. Да. Он не сказал, что я завершаю там мой крайний бой. Он красавчик вообще прям. Я лично с ним знаком, хороший парень. Молодец. А вам сейчас 38? А мне 38, а ему 48. И вы еще старше, можете 10 лет драться? Не то, чтобы 10 лет. Здесь на все воля Бога. Как Всевышний даст, так будет. А какой звоночек ты ждешь? А я не жду ничего. Как Бог даст. Просто будет какое-то внутреннее понимание? Наверное, да. Внутри, может, что-то щелкнет, бам, и все. А играет какую-то роль, что психологически просто... Если вы идете, например, сейчас на серии с каких-то 3 поражений? Да, 3 поражения. Для вас это морально какой-то вызов, что я хочу выиграть, или все равно это спорт, и проигрыш, победа, иду дальше? Серьезно, я вот хочу подраться. Серьезно, мне вообще поражение, там, победа. То есть раньше, да, стремился. Смотришь на вот эти все, которые там боятся потерять свой нолик, там, он трясется, боится, потом у него депрессия, где-то он проиграл. Я знаю, вижу это все. И в соцсетях вижу, там, вроде выкладывал постоянно эти сторисы, видео, там, туда-сюда, там, он такой без поражений. Бам, где-то бой проиграл, и все, он пропал, его нету. Думаешь, в чем дело? А потом раз мотаешь, чик-чик, да он же проиграл недавно. Такой не имеющий поражений, да, не знающий поражений. И вот он узнал поражение, и все, у него там стопудово, там у него там это... Короче, понятно. То есть морально он подсел. Угу. Да мне по барабану. Проиграл, с кем не бывает. Знаешь, так давно Всевышним. Я еще хочу чуть-чуть подраться. Не скажу, что прям супер там заработок там бешеный, нет. Особенно с этого боя я не скажу, что супер. Мне просто этот бой мотивирует тем, что там пояс стоит. И мне он нравится, этот пояс. И я хочу сказать своему сопернику, пускай готовится и будет в форме, чтобы подошел в этот бой без травм, в хорошей форме, мы покажем хороший бой. Угу. Вот. Миша, я тебя хочу просто огорчить. У меня настрой бешеный. А это, знаешь, ты просто говоришь, что ты меня хочешь огорчить, а я же от твоего поражения не обрадуюсь. Нет, это не то, что не обрадуюсь. Ты так сказал, что вот и с уважением с Игорем. Я к тебе тоже с уважением, ты знаешь, я там, если бы что-то было, я тебе уже написал бы, там, нашел бы номер, поверь, там, позвонил. У нас есть, кстати, номер. Да, нет, просто, честно, я не помню, есть, нету. То есть, я с уважением отношусь, ты сказал свою точку зрения, и классно, и хорошо. Я люблю огорчать иногда людей, которые там... Я сразу скажу, еще раз повторюсь, что если ты победишь, ты меня обрадуешь. Ты меня не огорчишь, просто я же говорю про какую-то... Знаешь, хочу тебя обрадовать. Так лучше. Вот, видишь, хочу тебя обрадовать. Мне нравится этот пояс, я его видел, пояс Найзе, прям красивый пояс. У меня такого в моей коллекции еще нет. Будет много борьбы. Буду стараться. Расскажи немножко про, не знаю, подготовку, потому что будет очень много борьбы. Это парень из Горца, парень, который борется с детства. Отлично, пускай борется. По поводу борьбы, что хочу сказать. Я изначально вообще все свои бои выигрывал борьбой. Даже возьмем тоже 2014 год, Гран-при ACB. Я тогда не бил. Стойка была вот такая, там коридор, бей не хочу, серьезно. Посмотрите мои бои, Гран-при ACB, может, ты видел, не знаю. То есть, я все те бои на Кавказе, у них в Чечне, к ним с уважением, я выиграл именно в борьбе, если честно. Посмотри, только борьбу я там выиграл. Я там пропускал весь вот такой, но я борьбу я там забирал. Я изначально боролся. Изначально у меня вообще база боевое самбо. И я боролся. А уже после мы чуть перестроились, то есть поднимали руки там, да, рук не было после этого. И вот так, получилось, стал бить тоже. Для себя считаю, что неплохо. Может быть, чуть в чем-то упустил борьбу. На этом многие бойцы увидели во мне минус и где-то победы взяли. Тот же Черси Дудаев борьбой забрал, тот же
Хусейн Халеев тоже борьбой забрал. Хотя мы с Хусейном в хороших отношениях, на связи, как бы, ну как, друг друга с днем рождения поздравляем, где-то что-то как там, хороший парень. Но даже он сказал, говорит, мне было с тобой легче бороться, чем стойки, потому что как бы он, да, ударник, они, братья Халеевы, там, знаешь, да, они ударники, но смысл рисковать, если ты тоже бьешь. Ну, молодец, красавчик, нашел ключик, подобрал, а я чуть-чуть упустил борьбу. Сейчас, ну, как бы, прошлое подтягиваем, вспоминаем борьбу, не упускаем свою ударку, посмотрим. А я, вы знаете, все, простите, про урон хочу вернуться к этому вопросу, потому что мне нос кажется... разбитый, там капало на второй день. Вот вы даже сейчас рассказываете, и я слышу это, я напропускал там... Ну, было дело... Слушайте, ну это же возраст уже, это последствия. У вас семья, вы думаете о том, что надо здоровье уже беречь, меньше пропускать, наверное, думать об... Я же говорю уже, еще раз повторюсь, на все воля Бога как даст, так возьмем. Даст вот завтра все. Я скажу, все, Нурбек, извини, я на этот бой не выхожу. Разворачиваюсь и все. Все-таки, да, вернемся еще чуть в прошлое. Да, давай. Игорь пиковый, да, 2014 года и Игорь сегодня, насколько большое различие? Различия есть, конечно. Тогда больше как бы энергии было, молодость, ты прав. Как бы, физики не скажу, что я там был сильнее или там сейчас сильнее. Просто больше стал смотреть, как бы... Раньше бои я брал напором. Сейчас больше чуть-чуть, может, мозгами, опытом, как ты заметил. Ну, как бы опыта много. Сейчас чуть-чуть... То есть, разные люди, честно. Что я был тогда такой, сейчас такой, примерно. Все разные люди, абсолютно. Люди меняются. Вот такая ситуация. А вам психологически, вот вы даже в начале интервью сказали, что да, когда-то были спонсоры, друзья, вы были на таком пике, вы первый казахстанец, завоевавший там пояс. Ван Эфси первый. Да. А потом после меня еще Ван Эфси забрал. ACB тоже. Кайрат Ахметов, да? Кайрат Ахметов после меня через год взял пояс Ван Эфси, красавчик, просто хороший парень. До сих пор там дерется Ван. Молодец. Ну да, но вы были легендой, вы были первым, а потом... пошла какая-то череда неудач. Это можно так назвать? Не скажу, что прям неудач. Значит, так должно быть. Знаете, у меня вопрос даже не про череду неудач, про ваше окружение, про друзей, про то, что спонсоры куда делись. Как вы это внутренне переживали для себя? Да не переживал, есть, нету, ну что. То есть вы к этому спокойно вообще относились? Пофиг. Знаете, вот эти вот агашки, мне много кто знает, да, там, им там 20-30 тысяч баксов засунуть там в казино, там, либо там еще там куда-нибудь, извиняюсь, там на телок, там, еще куда-нибудь, извиняюсь, куда-то там слить, им, походу, как бы приятнее, чем помочь там бойцу, спортсмену, там, допустим, даже после того поражения, когда я в Ван Эфси проиграл Бигдашу, если бы я тогда бы, как бы спонсоры не поуходили бы, если бы я тогда подкрепился бы и поехал, допустим, на хорошие сборы, там, то есть второго, третьего поражения точно не было. То есть второе поражение там было Луис Сантосу в том же Ван, а потом я проиграл, тоже 3 поражения было подряд. После 3 поражений, потом 4 или 5 побед у него было. Точно не было там, что-то такое. То есть что хочу сказать. После Луис Сантоса я проиграл Яномото. Мне позвонили с ACB и сказали, Яномото соперник слетел. Тут осталось полмесяца. Я говорю, какой полмесяца? Меньше 2 недель, 13 дней там было. Давайте, что, подеремся. Яномото. Вы всегда так принимаете, куда вас приглашают вызовы? Не прям всегда. Как бы были моменты, когда как бы отказывался, там личные моменты, то есть я в смысле личные. Что-то какие-то семейные дела, там где-то какие-то свои там проблемы, и там занят. Я сказал, нет, я занят, все. Отдыхайте. Я свободен, давайте подеремся. То есть вы не боитесь, что там соперник сильнее, у вас был короткий лагерь или вообще не было лагеря? То есть лагеря, в принципе, и не было, даже и сейчас его особо такого не было. То есть я 22 дня до боя, мы общались, 22 дня до боя, 23 дня, 23 дня. И у меня вес 94 килограмма. И я занялся только своей весогонкой. И я вот сейчас согнал, грубо говоря, 10 килограмм, сейчас во мне 84. Вот. А как вы гоняете? Работаете? Семья и вообще подготовка? Как это все совмещаете? Подготовки, как такой, говорю, до сих пор нету. Идет момент весогонки, и по пути мы просто себя как бы подтягиваем. То есть вы каждый день ходите на работу с утра до вечера? Да, и тренируюсь каждый день. И при этом еще вес гоняете? Да.
И последний раз ты весил 77 же в 2021 году. Крайний мой будет в 77, это будет, да, в 21 году. В 21, по-моему, я точно не помню, ну, то есть ты узнаешь, примерно. И вообще, то есть, ну, ты уверен, что точно вес будет? Точно сканю. Ты же просто крупный парень. Ну, вроде бы на 77 крупный. Ну, сейчас у меня 84. Ну, значит, 84. Осталось 7 килограмм. Сегодня я еще не тренировался, не подгонял, как бы. Вот. Жандарбек там в группе написал, скиньте мне видео там, взвешивание, ну, своего веса. Без проблем, сейчас поедем, скинем. Слушай, и вопрос такой, ну, люди уже услышали, что ты работаешь, условно, бой будет в субботу, и я правильно понимаю, что в понедельник ты выходишь на работу? Не. Ту неделю я не работаю уже, меня отпустили, слава богу. Ну, хорошо. С пониманием, да. Я эту неделю дорабатываю, и то, ну, вот, по-моему, завтра крайний день, потом уже все, отдыхаю. Это как отпуск или командировка? Нет, просто, да, отпускают все. Ну, как-то так, ну, а что делать? Что интересно, у Артема Резника уже похожая ситуация, он тоже в охранке работал, и потом он предпочел бои. Раньше, да. Вы в одном даже, да, месте работали? Не, мы вместе не работали. Ну, в любом случае, он работал тоже в охранной фирме, да, и в какой-то момент он понял, что надо именно сфокусироваться на ММА. Ну, он молодец, видишь, в чем момент его, в чем у него плюс, он не женат. Вот у него детей нет. У него семьи нету, то есть ему... Ты это назвал плюсом, мне кажется, если жена посмотрит. Я говорю о том, что, то есть, когда у тебя семья, дети, и там хрен знает, когда тебе дадут бой, не дадут бой, непонятно, тебе на что кормить семью, ты просто берешь и работаешь. Тебе надо кормить семью, все. У него на Гуччи уходит очень много денег. Ну, Артем красавчик, я к нему с уважением с большим отношусь, это мой как бы близкий как бы, ну, человек, это, ну, вообще молодец он. Он много сделал для казахстанского ММА. Я скажу, блин, у нас никто еще пока в финал Гран-при не зашел. По-моему, Женя Гимбердиев, да, за пояс дрался с Муслимом? Да, Муслим Магомедов. Магомедов, да, дрался, да. Вот Женя дрался, тоже молодец. Ну, Тёма вот такую рубку Гран-при прошел. Ну, так получилось, в финале проиграл. Ну, а кто не проигрывает? Ну, в чем-то не доработал. В чем-то какие-то минусы есть. Есть над чем работать. Молодец, он стремится, молодец. Он помладше меня. Так. 32 ему 32, 33, да? По-моему, 32 года. Ну, то есть, у него еще в запасе времени он еще себя подкорректирует, исправится. Я скажу, он еще покажет такие результаты. Молодец. Причем, да, продолжая тему о том, что если один раз проиграешь, то многие отвернутся, как раз перед боем с Мухаммадом Коковым сколько было хейта, и уже все давно списали Артема. Да, я же говорю, у нас особенно, у нас это плохо, то, что вот так своего бойца не поддерживают. Ну, проиграл, но он же наш. Нет, начинает уже там, все, отдыхай, ты старый. Сколько мне писали еще? И в личку писали в Инстаграме, и там какие-то комменты писали, все там уже там сыпется там. Короче, давай. Добрые люди. Ну, хотя последний раз, помнишь, Миша, Артем говорил, что после его проигрыша очень много ему люди писали именно слова поддержки. И да, он говорил, что молодец. Это как будто бы как-то перелом произошел, что люди его поддержали. Ему было очень приятно. Не-не-не, я не говорю, что прям все подряд там тебя давят, там ты такой все старый. Но общая тенденция, да. Ребята поддерживают, любят очень много, да, молодцы. Это правильно, что надо именно поддерживать. Ну, проиграл, с кем не бывает. Поддержите пацана. Он там, ну, нифига себе, за родину бьется, флаг поднимает, гимн нашей страны играет и начинает там всякую непонятную чушь писать. А они сами кто? Вот эти, кто там? Диванные эксперты. Диванные чемпионы. Не то, что UFC, по-моему, галактики чемпионы. Там с ними тягаться, они там пишут, у них руки, там пальцы работают посерьезнее. Но у них же страх. Они не то, чтобы там к рингу, они к спортзалу-то боятся подойти, а там дома у себя на диване, конечно, чемпионы. Ну, я так думаю, я уверен в этом на 99,9%, что большая часть из вот этих вот, которые там пишут, там что-то там, они же хорошие-то люлей-то они даже в спортзале не получали. Ну, серьезно, там даже не приходили в спортзал, там. Что по них сказать? Угу. Ну, для того они нужны, они во многом нам мотивация. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент
в рамках нашего промоушена у нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Ты рассказал про историю о том, что сами бои приносят удовольствие, пойти там с кем-то помериться силой, вот, обменяться ударами. А что по поводу того, что вот вокруг ММА, например, там будет там свет софитов, много народу на тебя смотрят. Какие-то вообще эмоции испытываешь, когда вот все вот это, что вокруг боев происходит, зайти в клетку под какой-то любимый трек, там, увидеть, там, не знаю, камеры фанатов? Раньше я от этого получал какой-то кайф. Без этого не мог. Блин, там же люди, там же вот это, такой адреналин, все на тебя смотрят. И я от этого кайф ловил. А сейчас, честно, вот последние года 2-3, где-то даже больше, я просто вхожу, делаю свое дело, как бы уже не обращая на всю эту публику. Раньше меня как-то смущало, она чего-то стеснялся, там как-то что-то... А сейчас, есть они для того и пришли, там, кто-то поддержать, кто-то поболеть, кто-то там, наоборот, тебя там обсудить, пускай обсуждают. Как-то пофиг на них. А это как белый шум какой-то или? Вообще мне по барабану. Вот захожу в клетку, и для меня они все отключились. Вот тут, даже вот в клетку я иду, да, музыка играет, там классно, хорошо. Есть адреналин, конечно, он всегда есть, он у всех есть абсолютно. Не поверю тому, кто скажет, да, у меня адреналина нету, я там страха нету, ничего не боюсь. Нет, такого нету. Не боятся только дураки. Я имею в виду, какой-то адреналин поймал и зашел в клетку, все. И все отключается. Просто вот есть соперник, есть ты. Работай. А вы потом вот после боя домой возвращаетесь? Как вы... Я все хочу спросить. Спросите. Вот вы приходите вот с таким уроном. Не всегда же постоянно. Не всегда, хорошо, не всегда. Но вот... Допустим, у нас в Казахстане проходил этот Гран-при Бушидо дважды. 2 раза я становился там чемпионом в своем весе 84 и в весе 93 я стал чемпионом. И там за вечер я по 3 боя проводил. Я после первого боя в этом 84 я травму получил. Я вышел с травмой драться, я выиграл 2-й бой, 3-й бой. И там, там травмы локтя было тогда. То есть, что хочу сказать, там не было вообще ничего. Абсолютно я целый был. После там какие-то... Целый на лице, но рука не целая, да? Там травма, я имею в виду, вы так показываете, там весь разбитый, как вы приезжаете, как приезжаешь домой. У меня картинка, как вы сидели после игл. Есть такие бои, просто рубка бешеная, а на лице ничего нету. Реально. Как-то скользь все проходит, как-то блоки, как-то что-то это. Вот таких боев мне тоже хватает. Есть, конечно, кровавые бои. Есть. Не без этого. А как вот дома восстанавливаетесь? Как все люди, как все бойцы восстанавливаемся. Отдыхаем, восстанавливаемся. Вам не нужно побыть одному, там, закрыться дверь, чтобы ни дети, это же жена опять не подходили? психика. Если человек психика слабая, то, конечно, он закроется, там, не трожьте меня, там, поплачется что-то. А вам важно, чтобы вот семья рядом была, чтобы они были... вот вы все вместе или... в одном доме как бы все Нет, вместе. но кому-то Я их не хочется... выгоняю. Понятно, что вы их не выгоняете, но кому-то хочется просто собраться с мыслями, сконцентрироваться, проанализировать, какую-то рефлексию провести, почему. А кому-то хочется открыться и там, наоборот, повеселиться, с детьми где-то побаловаться, чтобы забыть. Я с детьми время провожу. То есть, после боя, пошли, погуляли, да, спор нет, там, какие-то ссадины, синяки, где-то там сечки, это все бывает. У нас на тренировках бывают такие синяки вылетают, просто капец, вроде бы ничего такого, бам, там нос разбили, там, стеканулись. А что делать? И что теперь? Что теперь делать? Миш, скажи, что теперь? Я лучше вопрос задам тебе. Ага. А уже у детей возникает... у тебя дочка старшая, да, 4? У меня 2 дочки. 2 дочки, да. 2 дочки, да. Старшая дочка 4,5, младшая 2,5. Уже вопросы от 4-летней дочки возникают. Папа, а чем ты занимаешься вообще? Конечно, она уже в этом возрасте, вы же понимаете, она разговаривает. Папа работает. Какая работа? То есть она не спрашивает, что ты делаешь, что, как, чему. Папа тренируется, ей нравится. Кстати, у меня дочка со мной 4,5 годика, вот ей, не 4,5, больше. Ей в октябре будет 5 лет. Она со мной планки держит дома. Я планку стою, она такая, бум, встанет, такая, и я такой, давай, Злата, давай, молодец. Она такая...
Ну, ребенок, а тут некоторые там пузо свое поднять не могут со стола там, потом говорят, как, Игорь, вес согнать, нифига себе, ты вот за там... Я вот крайне сейчас, грубо говоря, за 12 дней, 13 дней согнал 10 килограмм. Как так? Ты что ему? Ну, вы рот закройте. Как бы, что можно кушать, кушайте. Уберите сладкое, мучное, кисло-соленое. Ну, то есть, вот это наша диета. А вы всегда по одной схеме гоняете у вас? Нет, разные. Все по-разному. Если дочка после того, как планку держит, да, сейчас, потом захочет бить, не знаю, по мешку, а потом скажет, папа, я хочу стать профессиональным бойцом ММА. Без проблем. Вообще. Это, допустим, у меня, в моей семье мой отец, моя мать, они как бы... Я ж не с Алматы, я пригород. Ну, не пригород, приграничная зона. На границе с Киргизией, Бишкек, там, Курдай. И я начал ездить тренироваться в Бишкек. Бывало, после тренировок приезжал там с синяком, где-то что-то там нос разбитый, туда-сюда. Кстати, там мне в Бишкеке на первых турнирах сломали нос. 3 раза ломали. После того до сих пор, слава богу, не ломается, и не надо. Все в порядке. Что хочу сказать, приезжает домой сын, и вот с таким бланшем, там где-то что-то как-то, конечно, мать начинала там, все, ты что творишь, зачем это надо, ну, то есть, и вот отец там, ну, отец сильно не лез так, ну, были моменты. А я, ну, как могу лезть в жизнь ребенка? Если она хочет заниматься, у нас секций хватает здесь, пойдем проверим ее там, в дзюдо там. Я вижу, там детей водят там в 3-летних, там 2-летних там. Нет, это слишком, на мой взгляд. Может, я не прав, я лезть никому не буду. Но я думаю, она должна там начать хотя бы в школу ходить, и потом начнем ее водить. Там, ну, я имею в виду на какую-то секцию, там что-то захочешь, может, захочешь танцевать, да без проблем. Ходи на танцы. У нас там, кстати, бассейн, вот сейчас будем обговаривать. И, то есть не в раннем возрасте. Вот кто-то, наоборот, классно в раннем отдает, и все хорошо. Но потом бывает у детей сбивают все желание вот этим всем. Они там где-то что-то пропустят, где-то что-то там нагрузку поймали, и все, и они уже другие. А кто-то по-другому. Вот я, например, свою спортивную карьеру начал вообще поздно. Я уже после школы уже там 2-3 года работал на заводе у нас в Курдае, и ездил в Бишкек, тренировался просто, ну, от этого как бы чуть кайфовал, и сразу вот начал там выступать. То есть я не с детства там боец. Я с детства любил бегать, там легкая атлетика, там футбол, там волейбол, ну, там моменты. Как бы была спортивная такая... Жилка. Да, жилка, да. И вот так, чтобы конкретно себя видеть там в боях, я себя не видел. Ну, нравились там бои Федора, там, Тайсона смотрел где-то что-то как-то, ну, так, чтобы... А потом уже раз, и когда начал тренироваться, опа, это ж мое, интересно. Ну, вот так вот. При этом, ну, я думаю, что немногие знают, но у тебя все равно вайб такого физкультурника все еще остается. Ты и бегаешь марафоны, и обливаешься холодной водой. Да, до сих пор обливаюсь, да. Вот каждое утро обливаюсь. Правда, сейчас чуть-чуть тяжеловато. У меня ведра большие, по 20 литров, 20-литровые такие ведра. Я утром встаю, холодная вода, все, раз, умылся. До этого я постараюсь приседать. Но сейчас вот вес гоняю уже, вот, в течение нескольких дней я уже согнал 10 килограмм. Вот, и, ну, как бы... Эти 20 литров уже тяжеловато на себя обливать. Ну, обливаюсь. Я не стараюсь каждый день, там, этих, смотришь, блогеров, они там покушать снимают, там то снимают, это снимают. Все, каждую свой шаг снимают. Ну, я там показал, что я снимаю, ну, обливаюсь. Себя выкинул, что я обливаюсь, что я занимаюсь вот этим делом хорошим, обливание, закаливание. Ну, и все, там 2-3 раза выкинул, там где-то выкину, где-то не выкину. В основном не выкидываю. Кто-то спросит, да, обливаюсь. Все, без проблем. А какой эффект, вот ты понимаешь, вот, просто многие там про моржевание говорят, что не совсем доказан, там, условно, какой-то эффект, ты для себя чего чувствуешь? Ну, какой эффект? Нифига себе, тело омолаживается, ты восстанавливаешься, ты просыпаешься. Есть такой гормон, который гормон стресса. Он, если ты действительно в холодной воде в начале дня начинаешь, ну, около минуты хотя бы лежать в ванне холодной воды, потом прям бодрость, просыпаешься, чувствуешь себя хорошо. Я думаю, не то, что многие, некоторые, да не все ошибаются. Просто, может, им лень рано вставать, обливаться, либо, может, бояться холодной воды. Ну, я думаю, это все-таки лень. Ну, доказано. Много доказательств тому, что люди благодаря закаливанию излечивали много таких болезней, что просто капец. Действительно, это есть же. Я просто ради оздоровления, я люблю, ну, это тоже какой-то стресс, какой-то кайф. Вы обливались с утра, нет?
А вы? Чаем. А чай? Когда просто пьешь чай и вливаешь. Ну, Нет, я пробовал, на самом деле, я пытался, но нужно действительно ментально быть, наверное, крепче, Ментально чем быть я. сильным и такую дисциплину поставить. Дисциплина, она рождает результат. Это сказал кто? Я не знаю. Игорь Сверид. Нет. Отец Хабиба. Абдулманап Нурмагомедов. Да, дисциплина рождает результат. То есть строго сам себе сказал. Не надо кому-то говорить, кому-то надо доказывать. Зачем я буду ей или тебе что-то доказывать? Зачем мне это? Это я себе доказываю. Я с утра просыпаюсь, пошел, разминку сделал, все, вышел, у меня частный дом, в огород вышел, там травка, все, 2 ведра принес холодной воды из-под крана. Бывало, на ночь оставляла там, ну, по-разному вода там заряжается тоже. И все, тут же поприседал, поотжимался. То есть ты разогрел свое тело, не так тупо проснулся, набрал, пошел там, бах, там облился, опа. Нет, ты свое тело разогрел чуть, кровь стала чуть бегать. Вы знаете, наверное, что когда человек просыпается, что сердце в режиме сна, режим сна, когда ночью ты спишь, у тебя сердце работает бам, бам, то есть медленно. Это режим сна. Сердце в режиме сна, оно еще работает потом почти 2 часа. Почти 2 часа находится сердце в режиме сна. Но надо его чуть завести. Не сразу бах, ты ему стресс холодной воды, на тебе. Опа, нет. Надо чуть-чуть размяться, там 3-4 минуты это занимает. Растянулся, поприседал, поотжимался, все, ты уже сердце, то есть возбудило, оно начало работать, оно уже готово принимать этот стресс. Ты холодной водой раз, облился, все классно. Ты проснулся, ты освежился после сна, после там каких-то снов, там, не знаю, после, ну, такой заряд, пинок, короче, с утра. Хоба, ну, классно же. Ну, да. Я говорю, знаешь, меня хватало вот там, не знаю, на 3 дня. Ну, видишь, я же говорю, это опять же лень. Могу себя заставить. Поспать, Да, давайте 100%. поспим еще 20 минут. А вот ты вот встань на 20 минут раньше, будильник поставьте, и зайдите в душ. Начните заходить в душ. Я йогой с утра занимаюсь. Йога классно. Но вот до йоги на 10 минут раньше встаньте в душ. Вначале прохладной водой, тепленько, потом прохладнее. И начните обливаться, если у вас квартира. Что у вас, дом, квартира, я не знаю. То есть, ну, что квартира, дом? Квартиру. Квартира, да. Ну, в любом случае, закаляться надо, ну, хотя бы дощечку положить. Все. И постепенно начали обливаться. И это потом войдет в привычку. Просто в привычку, как вот курят же люди. Все, он хочет, не хочет, он достает сигарету, курит. Это привычка. Так же ты проснулся, хоба, все, у тебя какие-то 10 минут. Много не надо. Воды набрал, пришел, 3 минуты размялся, растянулся. Бых-бых-бых. Все. Классно же. Миша, проверю. Да-да, поработать над Спрашивай собой. Виктория каждый Я день же не на могу работе. каждый день видео снимать там. Да, мы это Сколько можно вас мотивировать? Да. Сколько можно вас мотивировать? Нет, Я на снял. ближайшие 2 дня замотивировался. Ну, классно же. Попробуй. Окей. Просто поставь себе как бы цель. Вот моя цель – Гасанов, пояс. Но к этой цели надо подойти аккуратно, технично, не бросая то, что ты делаешь, тоже, правильно? Плюс к этому всему надо еще вес подогнать, чтобы не огорчить зрителей, которые будут смотреть и скажут: бах, он прилетел, еще он вес не поставил. Ну как? А вот, Какой кстати, он как? профессионал? Вы считаете, это непрофессионально? Это если- непрофессионально. Я считаю, что это непрофессионально, что он вес не поставит. У каждого может быть что-то случится, да, я это допускаю, но, блин, все равно, раз вот ты уже прилетел, то у тебя уже должен быть какой-то план быть, что вот, ну, допустим, к концу этой недели ты вот весить должен вот столько. Все, делай, что хочешь, но ты должен поставить такую циферку. Все, потом у тебя столько времени. Потом вот до этого периода ты весишь столько. И постепенно кто-то так. Были моменты, когда я сгонял быстро вес. То есть, ну, коротком уведомлении, вообще коротком, бах, согнал. Но это с большой стресс. В этот раз вот Но сейчас бой предложили тоже у вас 23 дня. короткий Да, срок. это короткий срок. Ну, во всяком случае, все эти 23 дня я занимаюсь собой, стараюсь веса подогнать. Во всяком случае, уже вот подошел вот к этому рубежу 84. Сегодня вечером посмотрим, что будет после вечерней тренировки. Потом все-таки после тренировки пойду домой покушаю. Все, что можно. А что можно у нас там? Все, что допустимо. Листик салатика. Листик салатика, да, и все. И воду еще пока можно пить. А потом и воду нельзя будет? Ну, а потом, конечно, крайний день перед взвешиванием, там-то уже и вода-то. А у вас не было в вашей спортивной карьере случаев, когда вы не согнали вес? У меня не было. Ни разу. Ни разу. Уважение. За 40 боев почти.
Ну, это официально. Ну, мгм. А сколько неофициально? Это в Кыргызстане, да, наверное, которые... И в Кыргызстане, и здесь, сколько мы дрались, у нас, честно скажу, очень много бойцов. Вот раньше, когда дрался, у нас турниры были такие, чемпионат Казахстана по жек-пижек, такие турниры. Вот я в 5 турнирах Казахстана 5 раз первый становился. И у многих профессиональных бойцов, не буду говорить их имена, я знаю, что они позаносили свои вот эти бои с этих турниров жек-пижек в Шердок. Позаносили. И у них вот Шердок вот такой прекрасный большой. Там были турниры у нас раньше. Здесь в Алмате был турнир «Железная Орда». Вот. У меня там 5 боев. Ни один из них не зашел в Шердок. Хотя это уже профессиональные бои считали. Уже 3 по 5 мы там бились. Там у меня 4 победы, 1 поражение. Но я что хочу сказать. Ну, то есть, и эти бои не зашли, и эти бои не зашли. Мы ездили в Узбекистан тогда. Профбои были. Там за пояс Самане дрался. То тоже бой не зашел в Шердок. То есть я столько боев в Шердок не занесены. Это уже после, потом уже ближе к One FC, там вот, ну, стали вот потихоньку это добавлять, как-то заходить где-то, что-то как-то. А так я как-то даже и не думал об этом. Потому я же говорю, ну, классно подраться. А кто-то на карьеру делает, там подерется где-то во дворе на чемпионате города. Хоп, в Шердоге у него уже там уже циферка поднялась. Ну и кто он после этого? Кто будет Это не мое дело. Кто будет в углу? Вообще, я так понимаю, что на турнир приедет Сагиндык Микеев, человек, который тоже вот с тобой первый Ой, да, это шаги. для меня такой сильный человек, серьезный человек. И Алмаз, твой тренер. А Алмаз в этот раз не полетит, у него не получается. Полетит Асиф Тагиев, такой есть в прошлом боец. Ну, и, в принципе, сейчас в хорошей форме. Там забавно, извини, что я тебя перебью, я просто приезжал к ним в клуб, Fight Club, Да. и там уже, по-моему, сын или племянник Васифа с ним там стоит, тренируется. Асифа – это его племянник, это его старшего брата Азата, сын Султан. Хороший парень, тоже такой перспективный, молодец, сильно набирает. Просто интересно смотреть, когда уже, знаешь, 2 поколения в одном зале. Да, в одном зале. Молодец, прям молодцы. Просто супер. Большое уважение. Сагиндык в углу будет? Дядя Сагиндык, ну, если захочет, в принципе, предложу ему. А вот вы сейчас так начали тепло о нем говорить. Расскажите. Да, какой он у вас это, роль сыграл? это очень-очень хороший такой человек. Да и вообще не просто хороший человек. Он мне помог много по спорту. Благодаря дяде Сагиндыку я зашел на Гран-при ACB. Это он мне подписал туда. То есть не подписал, там, короче, набор шел там с разных стран. И он с ними на связи был, общался, ну, как-то. Мне звонит, говорит, я до сих пор помню. Игорь, так и так, тут будет в Чечне турнир, Гран-при ICB. Будешь драться? Я буду. Такой, а когда будет? Да вот, через 1,5 месяца. Первый турнир был в этом марте. Хорошо, давайте подеремся. И первый бой я провел в ICB с Чужигаевым. У нас был равный бой по очкам. Тогда я его выиграл по очкам. Прям я просматривал и людей просил тот бой просмотреть. Не хочу там себя завышать, нет, но тот бой я выиграл. У них дома я выиграл, борьбой забрал. Вот, второй бой, наш реванш с Чужигаевым, я проиграл. Тоже по очкам. То есть у нас с ним 1-1 по очкам. Хороший парень, мощный, сейчас, по-моему, в Таиланд улетел. Да, он Кстати, сейчас стал чемпионом КСW. Да, он сейчас, по-моему, готовится. Где-то у него бой. Он будет драться в Армении тоже. В Армении тоже, да, Fight Night, да, тоже молодец, вот дай бог ему удачи. Потому что с большим уважением к нему отношусь, хороший парень, мощный, такой с характером, стержень есть, молодец. Ну, вот первый бой был у меня в ACB, единственный бой был в ACB по очкам. То есть, ну, там гран-при. Потом второй бой я выиграл Муслима Хизриева, до сих пор помню. Я его досрочно выиграл, нокаутировал. Полуфинал я выиграл Ахмеда Асхабова, на руку болевой взял. И финал мы бились с соотечественником, с нашим Рамзан Алгиреев. Очень сильный парень, хороший, мощный. Я его задушил. Хороший пацан. Ты его задушил, хороший пацан. Если бы не задушил, Не, он... это шутка. Да, хоть не задушил, хоть задушил, он в любом случае, они хорошие парни. Я их знаю, братьев Алгиреевых, прям молодцы. Там Руслан, он в Караганде также тренирует ребят. Там, ну, молодец он, красавчик. Продвигает спорт, за здоровый образ жизни такой. Молодец. А дальше Сагиндык тебя в Ван повез или уже не с ним ты поехал? Нет, это он. Мы с ним поехали в Ван. И благодаря дяде Сагиндыку после ACB, когда я выиграл турнир ACB, я ждал от ACB продолжения. То есть я выиграл турнир, но у меня не было бумаги, там контракт, там, ну, что-то, ничего такого не было. Они как бы сказали, да, мы с тобой свяжемся, и тишина.
как бы в июне мы начали драться в марте, каждый месяц бой был. В марте, в апреле, в мае и в июне было 16 человек в весе. Я стал там чемпионом. И когда я выиграл пояс, ну, как бы они сказали, что мы свяжемся, и тишина. Тишина, месяца 2, почти 3 месяца тишина. И конец уже лета. Мне предлагает Дед Сагандык, звонит так и так, есть человек, у которого есть связи. Тогда был Антон, по-моему, Антон Линдон. Короче, тоже с бойцами связан. Хороший парень, молодец. Вот он мне подписал в этот ван через Дед Сагандыка. Дед Сагандык помог. Да, вот он помог. И, ну, я его взял тогда с собой. Дед Сагандык, Дед Сагатбека, вот боксеров наших. Вот я их двоих взял с собой, как секундантов, как тренеров. Они со мной полетели в Сингапур. И вот мы тогда выиграли ваны все. Ну, тогда я был прям действительно прям пахал. Сейчас действительно семья, работа. Вы дети. тогда еще не женат были? Я тогда был не женат. Я позже женился. В каком году? 14. Я женился в 17 году. В 17-м, да, 17. То есть я что хочу сказать. Дед Сагандык для меня много сделал. В моей профессиональной карьере он для меня много сделал, много значит. Так необычно, что ты называешь дядя Сагандык. Я просто слышал, многие называют Сагандык Агай, типа Сашка Агай, а ты... Ну, он когда тоже выразился, ну, как тебе удобно, так и называй, такой простой мужик, хороший такой человек. Ну, как-то дядь Сань ему назвать. Ну, я могу назвать, ну, к нему столько с уважением. Ну, я дядя Сагандык называю, и вот как-то так. Он всегда ко мне тоже с уважением, всегда где-то что-то звонит, спрашивает, настраивает, молодец. Кто-то в Актау из твоих близких, знакомых, не знаю, друзей поедет поддержать? Там есть знакомые, там есть будут. По количеству не сориентируешь? Я не знаю, ну, вообще там у меня друзья есть, 3-4. Да, 4 ребят есть, ну, они придут обязательно. А так в Актау там, ну, меня уже знают там. К сожалению, в Актау проиграли мы, потом на следующий день с носа капало, да. А вы сейчас следите за молодежью, которая вот, ну, в Найзе выступает? Каких-то перспективных ребят можете отметить? Мощные ребята в Найзе, прям нравится. Багдад, Джубаныш, как они с Казбеком замутили, то есть, ну, такой бой, вот это прям на уровне весь бой, все 5 раундов, такая рубка. Вот эти ребята прям мощные. Казбек, кстати, мой земляк из Курдая, да, он прям тоже молодец. Ну, там много перспективных. Все перспективные. Ну, вот я вот за вот этими ребятами смотрю, остальные как-то. Ну, ребята хорошие. У нас сейчас получается, что чемпионские пояса в основном у ребят с Иркан-Куша. С Иркан-Куша, да. То там, есть конечно... Нурбек Абдрахманов, Дастана Мангельды, Багдад. Айбек Агай гоняет страшно вообще, он молодец, хороший вот такой тренер. В чем, по вашему мнению, секрет этого клуба? Опять же скажу, дисциплина. Он держит в них дисциплину. Ну, во всех же клубах стараются дисциплину держать. Не во всех. Не во всех. Дисциплина не во всех клубах. Есть даже топовые бойцы, я многих знаю, которые, ну, вроде и бой, а он не пашет. Он не держится. Есть такие. Ну, это как бы не мое дело, я лезть не буду, только с уважением к каждому. Это его жизнь, его дело, его карьера. А вот там, хочешь не хочешь, ты будешь пахать. А вы у них были? Я у них не был. К сожалению, не был. Была возможность поехать в них потренироваться, я поехал. А ты о своем каком-то клубе не задумывался? Да как-то нет. Ну, тренерская деятельность пока вообще не... Ну, пока не хочу, хотя у меня высшее физкультурное образование, то есть, ну, достижений хватает, опыта хватает, ну, как-то пока... Ну. А кто-то подходит, вот, ну, просит вас там, покажи, научи? Нет, в залах, да, спрашивают, где-то что-то, кто-то что спросит, я всегда рад помочь, если я это знаю, если, допустим, какой-то прием, какую-то там методику там где-то без проблем, я рад объяснить. Ничего такого нет в этом. Я думаю, что просто у нас сегодня есть небольшое ограничение, потому что Игорь, во-первых, гоняет вес, во-вторых, ему нужно на тренировку, он немного опаздывает. Неудобно даже сказать, это уже... Я уже просто вижу по мимике. Видно, да, чуть как бы лицо подсело. Да, уже хочется на тренировку. Друзья, надеюсь, что мы немножко раскрыли для вас Игоря Свирида. На самом деле, если вы не знаете, кто это, то прям обязательно посмотрите его бои. Бои в ван, они драматичные и красивые, там есть прям финиши. И вообще для меня Игорь Свирид – это такая веха, на самом деле, казахстанского ММА. Действительно, 2014 год, 2 чемпионских титула. Первый финалист Гран-при ACB из Казахстана, первый чемпион ВАН из Казахстана. И вот спустя 10 лет сейчас еще одна попытка
титульного забега. Пожелаем тебе удачи, Игорь. Обязательно приедем смотреть. Я Без даже травм, постараюсь комментировать. без Буду поменьше стараться вообще, урона. супер. Буду стараться. Вик, что-то есть сказать еще под У конец? меня есть сказать, что я желаю вам меньше урона, меньше травм. Дай Покажите бог. красивый бой. И придите с улыбкой, без каких-то там серьезных Травм, да. к семье, Это да. самое главное, да. Это самое главное, да, в нашем деле, кстати. Остаться после боя без травм, это, много стоит. И перед боем тоже Значит, подойти да. без травм. Да, Тоже и хорошо. перед боем, кстати, да, когда ты уже на пике и подготовки, и весогонка, и вот в этот момент организм самый слабый. Можно и простыть, и заболеть. Я понимаю многих, которые бывают перед боем, бах, он там, что-то с ним случилось. А понятно, почему случилось, потому что он пашет, организм выжимает, страшно выжимает. И тут ослабевает иммунитет, все ослабевает, все связки, все сухожилия. То есть, полностью организм подседает. Это сильные тренировки, это пахота какая, нифига себе. Это не просто так. И потому, конечно, организм в самый пик, когда ты уже подходишь, вот скоро уже у тебя бой, да, и вот в этот момент ломаются ноги. Не просто он этого не хочет, нет, ни в коем случае, но вот так получается, раз организм, все, что ты сделаешь? Это тренировка, это травма, это какая-то там болезнь, простуда, там еще что-то. Всякое, тут всякое может быть. Иммунитет просто подседает. Это, как говорят, физкультура лечит, спорт он... Количество. Нет. Короче, после скажу. Все нормально. Что-то, да, контент 18+. Друзья, Вот, да. 31 августа на ИЗА-66 Игорь Свирид будет драться за титул. Если вы живете в Октаву, приходите. Если нет, то смотрите трансляцию на ИЗА ТВ. Подписывайтесь на социальные сети Игоря, они появятся на экране. Это его Инстаграм. У тебя только Инстаграм. Да, только Инстаграм. ТикТок есть, я завел, там хотите, подпишитесь также там. Всё. Да, но ТикТок тоже. Закаляйтесь. Игорь научит Да. как. Следите. Без проблем вообще. Всем спасибо и всем пока. Пока. Найза Кэмп Реалити. Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством двух чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналынан көріңіздер. Приятного просмотра! У-у-у! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте сегодня. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.